достаточно хорошо. Но тем не менее, когда ты смотришь на это своими глазами, ты, в общем-то, и видишь своими глазами все факты. Одно дело, когда тебе что-то там рассказывают, другое дело, когда ты видишь это сам. И я хотел бы начать. Сейчас смотрю на этот фильм, и фраза такая, мысль мне пришла в голову. Вот тот завод, который швейцарский в Люцерне, там такой элегантный дяденька с бородой, директор завода выступавший. Вот когда я там был, а был я там несколько раз, я вот сейчас подумал, что около завода, можете относиться к этим словам как угодно, но это факт, дышится гораздо легче, чем в центре Люцерна. И вот это 100%. Вот, поэтому я хотел в своей презентации сделать несколько, опять же, мыслей, да, которые отчасти закрепят то, что мы с вами увидели в фильме, отчасти, надеюсь, ответят на те вопросы, на которые, может быть, не нашли ответа в фильме. Я не займу много времени, буквально там минут 10, наверное, презентация. Первый слайд говорит о том, что та программа, о которой мы говорим на сегодняшний день, и это первый этап программы, федеральной программы под названием «Чистая страна», он подразумевает строительство 5 мусоросжигательных заводов, а вернее заводов по термической утилизации твердых бытовых отходов, 4 завода в Московской области и 1 завод здесь в Татарстане. 2 первых завода в Московской области будут введены в строй в конце 2021 года, и 2 завода в Московской области, вторых и завод в Татарстане, будут введены в строй в конце 2022 года. Заводы немножко отличаются по мощности. Московские заводы рассчитаны на прием 700 тысяч тонн отходов каждый и на выработку 70 мегаватт электрической мощности. Завод в Татарстане рассчитан на прием 550